Казахсың ба? Некоторые видят, что я метиска. Вымывание казахского генофонда. Зачем ему этот казах нужен? Мне просто дали паспорт, на уже было написано казашка. Выбери. Кому этот выбор нужен? Им или обществу? Я сегодня русский. Грязнокровка. Черная, девочка Сигерс. Все станем казахами. Вы это у меня не отнимете. Привет, это Айран. Меня зовут Алтыншаш Смагулова. Сегодня поговорим о метисах, когда один из родителей казах, а другой русский, татарин, украинец или немец. Почему многие депутаты и общественные деятели против смешанных браков? Кто предлагал ввести налог для девушек-казашек, которые выходят замуж за иностранцев? Правда ли, что смешение крови ведет к вырождению казахской нации? На каком языке говорят казахстанские метисы? Кем себя ощущают и как к ним относится общество? Сейчас все обсудим подробно. А вы пока подпишитесь на канал. Здесь мы обсуждаем важное. В нашей стране более сотни разных этносов. Неудивительно, что межэтнические браки для Казахстана не редкость. Хотя некоторые категорически против того, чтобы казахи строили семьи не с представителями своей национальности. Аргументируя это тем, что нужно сохранять чистоту крови. Например, депутат Мажилиса Каракат Абден вполне серьезно предложила облагать налогами казашек, которые идут келинками в семьи иностранцев. Казашка – национальный талисман. Как мы можем отдать этот талисман за рубеж? Поэтому у меня есть предложение – налог при заключении брака с иностранцем. В Казахстане детей из межэтнических браков принято называть метисами, что не всегда корректно. Ведь изначально метисами называли детей европейцев и американских индейцев, а затем тех, у кого один из родителей европеец, а другой азиат. В общем, термин расовый, и некоторые считают его даже оскорбительным. Во многих странах его стараются избегать. Почему у нас это обозначение все еще в ходу? А с ним и деление людей на национальности. Зачем казахстанцы вешают ярлыки на окружающих и на себя? Есть ли какая-то особая идентичность у так называемых казахстанских метисов? Насколько важна для них национальность и культура какого родителя становится ближе? Приходится ли однажды делать выбор? И кому этот выбор на самом деле нужен? Им или обществу? Мы поговорили с казахстанцами, которых называют метисами, и спросили, кем они себя ощущают, сталкиваются ли с дискриминацией, важно ли для них определиться, а еще обсудили с социологом, антропологом, историком и генетиком, как часто казахи женятся на неказахах, когда возник тренд жениться на иностранцах, важно ли сохранить чистоту крови и обоснованы ли страхи тех, кто против смешанных браков. Кровосмешение у нас, в общем-то, началось уже 100 лет тому назад. Первые. Мой еврейский дедушка со стороны папы женился на моей немецкой бабушке. Это в 22-м году еще, прошлого столетия. Со стороны мамы мой казахский дедушка женился на моей татарской бабушке. Это в 39-м году. Поэтому, когда меня спрашивают, какой я национальности, я даже не могу ответить, если честно. Мы считаемся казахами, потому что мы произошли от нашего папы, а он казах. А мамина половина – это татары с узбеками. Мама записана узбечкой. Мои родители познакомились в Алматы, где тогда еще в Алма-Ате, где-то на какой-то тусовке, по-моему, в здании кинотеатра Алатау. Там что-то была какая-то то ли дискотека, то ли что. И гуляли спортсмены и работники казахского телевидения. И вот так они познакомились. Я родился на крайнем севере, в городе Норильск, в 1974 году. Папа мой приехал туда на заработки отсюда, его позвал друг. А мама жила там со своей мамой, с сестрой, с братом и так далее. Так они и познакомились. Вот мама родом из Алтайского края, папа родом отсюда, из Житусу, вот, под Алматой. Я жил на севере 9 месяцев, полярная зима, снег, ветер, иногда отмены школьных занятий. Да, по-моему, мне лет 12 было. Мы приняли решение переехать сюда, из Норильска. Потому что солнце, фрукты, овощи. И на самом деле это было настолько правильное решение, хотя я первые несколько лет я очень
страдал, потому что, ну, друзья детства, все мое осталось там. Здесь все по-новому, все заново. Но потом ты понимаешь, что да, в Норильске у молодых людей будущего особо-то и нет. Ну, это близко. Вам хотя бы, ну, типа, дают ориентир жизненный. Как вот русские, которые сейчас в Алматы живут, у них же тоже есть это ощущение, что, типа, ну вот, больше русских не надо уже, чтобы я был. Мама у меня наполовину русская, наполовину украинка. Отец казах. Отец родился в Талдыкургане. Потом по работе дедушки, так как он был военным, они уехали в Россию. Долгое время он жил в России. И в 90-х, по-моему, вернулся сюда и на вокзале влюбился в маму мою. И вот так вот появился я. У нас в семье 5 детей. Сестренка у меня есть, Карина. Она вот больше похожа на казашку, чем я, например. Там вот гены более сыграли. И 2 брата сводных. Это у мамы уже они были. И приемный брат Али. Я живу в Германии, сейчас в городе Франкфурт. Я наполовину казах, наполовину немец. Моя мама изучала русский в университете, а потом она приняла участие в программе, которая отправляла учителей из Германии в постсоветские страны. И моя мама поехала в Караганду. Это была чистая случайность. Она ничего не знала о Казахстане, просто хотела пожить в другой стране какое-то время. И там она встретила моего отца. За горами гори, хмарою повиті, засіяні горем, кров'ю политі. Споконвіку Прометея там орел карає, щодень Божий довбе ребра і серце розбиває. Розбиває та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Я прям фанат Шевченка, я прям люблю его стихи. Папа у меня казах, а мама украинка. Я вообще родом с Красноярской области, город Аркылык. В моей семье 5 человек. Это я, мама, папа, братишка и сестренка. Моя мама казашка, мой отец с Буркина-Фасо, это Западная Африка. Отец в 1989 году приезжал в Алмату на учебу. Именно здесь мои родители познакомились, именно здесь мой отец закончил факультет юриспруденции. Потом, собственно, мы уехали к отцу на родину, в Буркина-Фасо. Первое, будем так сказать, всеобщее презрение и получила моя мама, когда она, будучи наполовину казашкой, наполовину татаркой, вышла замуж за моего папу, который был наполовину еврей, наполовину немец. Мои казахские родственники считали, что вот Орсхашкан деп. Это все со временем прошло, потом все эти казахские родственники тоже все перемешались и с немцами, и с калмыками, с корейцами там, и прочее. Там, ну, как бы не было уже никакой национальной принадлежности никому, по-моему. Мы все жили как-то по-советски. А мама рассказывала, как она отстояла свое право? Да мама уехала учиться в Новосибирск, вышла замуж, и ничего она не отстаивала. Она спокойно как бы. А когда я уже появилась, в принципе, уже всем было, наверное, все равно. Но бабушка спокойно восприняла с дедушкой. Но я воспитывалась вот в казахской, получается, семье, и первый язык, который был мне привит, был казахский. И меня все родственники со стороны вот маминых это называли Орстантуан Сарагс. Сегодня плюс 26 лета, и я топлю, значит, здесь где-то. Жаль, мама у меня казашка, Галия ее зовут. Обычная девушка из аула, которая приехала в большой город и решила его покорять. Встретила моего папу, и так получился я. То моя мама самая младшая дочка в семье. А в семье моей мамы 9 детей. И она единственная, кто живет сейчас как-то в городе и смогла сюда пробиться. Думаю, даже если бы были какие-то претензии со стороны семьи ее, она бы их не особо слушала. У нас в среднем каждый 6-й брак, он между представителями разных этнических групп, это примерно 16%.
в советское время, например, в 1979 году доля межэтнических браков составляла 22%, в 1989 году 24% даже, то есть да, каждый четвертый брак был межэтническим. Но вот начиная с конца 90-х годов у нас идет такое медленное, но снижение. В 90-х годах уменьшается доля славянских этнических групп, русских и украинцев, и увеличивается доля казахов. А вот если смотреть состав межэтнических браков, то видно, что они заключаются в основном между русскими и украинцами. Фальсификации продолжают заявлять и проигравшие. А если быть честными, то, конечно, у папы сразу тоже встал вопрос в папиной семье, что мама не титульной нации, скажем так. Ну, получилось так, как получилось. Эти вопросы со временем были сняты. Я не могу назвать там предков моих апашек-аташек и вообще взрослое поколение какими-то там националистами или нацистами, которые вот это все делят. Я понимаю, потому что есть некая мудрость, есть, ну, может быть, в их понимании и залог счастья семьи, соблюдения традиций, сохранения языка, сохранения генофонда. Жалпы әр ұлт өзімен ұлттасына үйленген дұрыс деп ойлаймын. Себебі мен бір туысқан ағам бар, Владивостоктан әскери қызметте болып сол жақтан әйел алып келген де. Қазір бірге тұрып жатқандарына 50 жылға жақындап қалды. Анау жаңағы өзге ұлттың адам болғаннан кейін жаңағы құдалық, той-томалақ болған кезде анау жеңгеміз соны анау маташты, кәмпит қарыштау білмейді. Ағамыз өзі дорбасын арқалап базар жағалап жүреді. Сондықтан мен ойлаймын, махаббат бір бөлек жас кезде, бірақ жас келе әр ұлт байқалады екен ерекшелігі. Бір ұлттың ішінен ақ жаңағы анау әр үйдің өзінің қалыптасқан дәстүрі бар. Бір үйден екінші үйге сіңудің өзі қиын. Ал енді ол қыздың немесе жігіттің таңдаған өзге ұлт болса, мүлдем қиын болады, өте ауыр болады үй болып кетуі. Салмақ екі есе өседі. Но я встречался прям с агрессивными людьми, прям с агрессивными, которые очень агрессивно к русским настроены, прям вы русские, валите отсюда, вы занимаете нашу жилплощадь. Я говорю, пап, ты что, ебанулся? В семье только юмор. То есть мама может сказать, ты, блядь, казахи. И отец такой, да эти русские, вот, ну, у них есть такие, но это только шутки. Ничего такого нет. Ментальности, прям совсем разности. Если бы у них прям сильная разность ментальности была так, чтобы они не могли друг с другом существовать, вряд ли бы они сошлись. Больше уже вот родственникам приходилось как-то... Ну, одна сторона, допустим, с такой более славянской культурой приходит к более тюркской культуре и еще не совсем в курсе всех каких-то тонкостей, обычаев, как домой, опять же, заходить, какие подарки там вообще принято дарить, не принято, что принято дарить, там то, что, допустим, есть такая вещь, как сархат, то есть со стола как бы праздничного себе немножечко в путь-дорогу, как говорится, отложить и так далее, и так далее. И все то же самое, но наоборот. То есть тюркская культура к славянской, когда приходила. Ты где-то там слышал, что они, условно говоря, Пасху празднуют, там 7 дней, что-то чучело жгут, там блины пекут, а вот изнутри более подробно кухню никто не изучал. Но спустя буквально пару лет ассимилировались, приняли, так сказать, друг друга. Мен құдаласым келмес еді. Менде құдаммен жаңағы арқын-жарқын жаңағы құда жегет болып сыйласқым келеді. Ал өзге ұлт оны қабылдай алады ма, қабылдай алмай ма? Сондықтан мен өз басым оған көнбес едім. Для того поколения там, это было как важнее, что ты вот нашел человека на всю жизнь, сошелся с ним, и по традициям, и вот кудалар, да, понимают друг друга, как что, как друг другу уважение проявить. И люди на одном языке говорят, и человек не ломает себя, потому что даже придя в другую семью, где тебя приняли, допустим, ты приходишь в семью совершенно другого этноса, и тебя принимают, любят, и свекровь у тебя замечательная, и муж там прекрасный, но ты себя ломаешь во многом. Ты не ешь свинину, они едят, допустим, да. Ты молишься вот таким богам, а они таким богам. Ты говоришь на таком языке, у вас праздники вот такие отмечаются, а у них вот такие. Вот этот конфликт, он, конечно, может быть, это
ну, это не тяжело, это не трагедия, но это какие-то такие вот пробуксовки в жизни, в быту. Для того поколения, возможно, это была вот такая мудрость, что лучше за своего. Вот недаром же говорят, свою взяли, свой, ну, как будто бы что-то ближе по культуре. Есть ожидания от продолжения рода, да, от келена ожидания, от кьюбала. Есть представление о компаньонстве, да, что мы с ними сможем говорить на одном языке, что это будет, ну, вот такое продолжение сообщества. Поэтому, наверное, есть какие-то ожидания, которые не обязательно должны перерастать в ксенофобию. Я думаю, что здесь может быть даже вопрос не национальности, а вопрос вероисповедания на первом месте. Я думаю, это главный фактор. А какого-либо там отторжения или сегрегации по национальному признаку у казахов не было и нет. Если бы казахи так были бы воинственно настроены против других национальностей, то, наверное, в 1944 году, да, в годы войны и во время целины, ну, не встречали бы так людей разных национальностей у себя на земле. Елімізде демографиялық проблема бар. Ал сол кезде біздің қыздарымыз осы біздің елдің азаматтарының санын көбейтпей шетелге шығып жатса, бұған бір шаралар қолданылмаса болмайды. Әлгі бала жаңа құрсаққа біткеннен бастап біз жаңағы анау дәрігерлік бақылауда болады, білесіз. Одан балабақша бар, мектеп бар, қыз, бала деп бөле алмаймын мен. Сол тұрғыда біз кез келген жаңағы қыздар шығып жатса да, ер азамат кетіп жатса да, белгілі бір шығындарды, мемлекет шығарған шығындарды орнына қойып кету керек деп ойлаймын. Не знаю, мне кажется, это бред вообще какой-то. То есть, ну, это зависит реально от человека, как он хочет, с кем он хочет встречаться, с кем он встречается. Не знаю, но это неправильно, считаю. То есть придерживаться какой-то национальности прям. Но это же зависит от того, в кого человек влюбляется. То есть сердцу не прикажешь. Давайте вспомним, кто был супругой у Димаша Ахмедовича Кунаева. Это была великолепная татарка. Возможно, она сделала Демике таким, да. А наши алашардинцы. А Мустафа Шокай, давайте возьмем, да, которого там считают там аналогом казахского Бандеры, да. Одна из самых лучших песен казахских, которую поют везде, на застольях, на свадьбах, это Дударай, да, о любви Марии Егоровны Захаровой к казахскому парню. И поют эту песню все казахи. И нету никакого отторжения на самом деле. Казахи более негативно относятся к межэтническим бракам. Они предпочитают, чтобы казахи, казашки выходили замуж, женились на своих. Здесь есть исторический контекст, да, то есть мы, ну, в советское время у нас была там, доля казахов в обществе снижалась до 40%, в некоторых регионах там еще меньше. Соответственно, есть вот этот страх перед ассимиляцией с другими большими группами. Мы находимся в процессе такого возрождения и поиска собственной идентичности, и казахскость, то есть вот этническая культура — это очень важная основа для людей, чтобы мы тут стали независимыми, и нам нужно понять, кто мы, да, то есть откуда мы появились. Вот это все позволяет людям ощущать почву под ногами, и, соответственно, они цепляются за это, и, соответственно, они транслируют идею о том, что чтобы мы, казахи, там, должны увеличивать свое количество, там, чтобы наши женщины рожали больше детей, нас было мало, все еще нас мало, давайте увеличиваться. То есть где-то как бы такой социальный инстинкт, да. 100 лет назад начался массовый геноцид казахского народа. Вы знаете, что порядка 4 миллионов казахов были умерщвлены, искусственно умерщвлены. Это был Голодомор, Аш-Шаршлак. Это были репрессии, 25 тысяч интеллигенции вырезали. Я думаю, что и у казахов, видимо, на генном уровне желание восстановить популяцию, желание не потерять национальную идентичность, желание, чтобы количество казахов как таковых увеличилось на этой планете. Да, вот у меня 4 детей, и сыновья, когда уезжали в Америку, я им говорил: «Балар, аяқ қисып болса да, аузы қисып болса да, қазақтың қызына үйленіңдер». И думаю, не один я так говорил. Вот. Именно из тех соображений, не потому что мы как бы пренебрегаем, да, или считаем другие народности ниже нас.
А мы считаем, что казахов мало, ничтожно мало. И на самом деле нас ничтожно мало на сегодняшний день по сравнению там, с Китаем там, да, или с Россией. Боязнь межэтнических браков, то, безусловно, это связано с советским прошлым. Если возьмем советское прошлое, то мы можем видеть, что если как бы происходят какие-то межэтнические браки между русскими и казахами, то в основном в советское время дети выбирали национальность русскую, потому что это было более престижное родство, и, соответственно, это было вымывание, условно говоря, казахского генофонда, когда, условно говоря, лучшие представители казахского генофонда, они как бы потомство не оставляли, их потомки становились не казахами. И эта инерция, вот эта боязнь, она осталась, а сейчас происходят, мне кажется, другие моменты. Наоборот, сейчас многие там метисы от межэтнических браков, там, казахов с кем-то, всегда записываются в казахи. В разных странах термин «национальность» понимают по-разному. Для американца, британца, француза и турка национальность – это их гражданство, место, где они родились и выросли. А в Казахстане и во многих постсоветских странах под национальностью понимают этническую принадлежность. Многие из нас до сих пор указывают ее в паспорте и удостоверении личности. А так ли это важно? И что это? Просто формальность или некая определяющая категория? Кстати, Касым-Жомарт Токаев недавно отметил, что знаменитых казахстанцев, цитата, «независимо от их этнической принадлежности, за рубежом всегда называют казахами. Это естественно, так и должно быть», заявил президент. А что думают о национальности дети из межэтнических семей? Приходится ли им выбирать между родителями главного? Кем себя ощущают и почему у некоторых вопрос «кто ты по национальности?» вызывает растерянность и неловкость? У меня папа русский, а мама казашка. Но я всегда считала себя казашкой. Я говорила, я чистокровная казашка, только наполовину русская. Вот. А, к сожалению, родители развелись, когда мне было 5 лет. Папа уехал обратно в Россию, а родственники по маминой линии, там, из Павлодара, все 100% казахи, можно сказать, традиционные. Я аргынка, канжигалы, род Багенбай Батыры. Набор блокнот наблюдателя на казахском и на русском языках. Некоторые видят, что я метиска, потому что я же представляюсь, меня зовут Аида Сергеевна. Ясно же, что как бы не Сериковна, а Сергеевна, что я наполовину русская. Но я не могу сказать, что я русская. По отцу вот в паспорте написать или сказать, что я русская, я не могу, потому что, где я? Ну как? В удостоверении у меня написано «русский», потому что мой отец, Роман, он русский, но тоже нечистый. У нас есть еще примесь евреев, там еще разные славянские национальности и так далее. Я могу сказать с гордостью, я русский, и с гордостью сказать, мен казахпын. Так что это оба, все мое родное. До 3 лет только на казахском разговаривал, потому что меня тетя воспитывала. Я русских своих родственников не знаю практически. В аул меня отправляли. И так что я наполнен этим изнутри. Меня воспитывала мама, мама моя русскоязычная. Почему у нас есть в казахском языке понятие «анатли», да? То есть материнский язык все-таки. Потому что мама дает твою идентичность. Я это прям четко поняла. У меня бабушка тоже Анна Васильевна. Потому, допустим, когда я писала какие-нибудь рецепты кукольные, я писала Анна Васильевна, папа страшно обижался. У тебя папа Вася, что ли? Потому что я Анна Токтамысовна. Потом, я когда стала старше уже, когда из подросткового уже пошла учиться, я начала чувствовать по-другому, потихонечку. То есть это со временем происходило. Всю жизнь пытаюсь себя идентифицировать. Почему? Потому что, с одной стороны, я абсолютно всегда считала себя казашкой. Хотите вы этого или нет, похожа я или нет, говорю я на казахском языке или нет, вы это у меня не отнимете. Когда нас спрашивают о национальности, я говорю, что я кореянка, но наполовину казашка, да, потому что у меня мама казашка. Себя я, наверное, ощущаю внутри больше казашкой, потому что я даже вот с детства, как мы переехали, я начала ходить на танцы, всегда танцевала казахские танцы, да, то есть на народные танцы ходила. Также плюс участвовала в олимпиадах по казахскому языку. И
Не знаю, ну, мне нравится культура, обычаи, традиции казахов. Плюс то, что еще мама казашка, и это играет, ну, как бы тоже свою роль. Если человек, неважно какой национальности, он родился в Казахстане, он вырос в Казахстане, какая у него будет ментальность? Казахстанская, можно сказать казахская. От этого тоже никуда не денешься, и это очень хорошо на самом деле, да, то есть иметь какую-то ментальность определенную, свой взгляд на мир, национальный взгляд на мир. Ну, я слышу у многих это, даже у моей мамы, хотя вот она русская, но она говорит, нет, мы казахи, потому что, конечно, здесь, если объективно, если брать с точки зрения политики, того, что происходит в России, у нас возникает на этом контрасте даже еще большая гордость от того, как в нашей стране все происходит. Я родился в Каскелене. Отец у меня украинец, мама немка. Мне иногда становится стыдно говорить, что я немец, потому что мне говорят, а что ты знаешь по-немецки? Я говорю, ничего, вообще не знаю. Вот прям, ну, совсем не знаю, не интересовался, но как бы по крови, типа, немец. Я маме говорю, слушай, а почему у нас у всех написано немец? Несмотря на то, что отец у нас украинец. Она говорит, потому что вот мы хотели переехать, и поэтому всем детям точно писали немец. Вот так мы стали немцами. Но больше я себя отношу просто к русскому казахстанцу, если так можно сказать. Такой урыша жус. Вот это самое подходящее. Если будет графа, то я думаю, она должна быть даже не казахстанец там, а казах. Ну, раз ты живешь во Франции, все, кто там, арабы, афроамериканцы, они все пишутся французами. Для того, чтобы мы объединились, не обязательно это должны быть только и не сколько казахи там. Я вообще против названия титульная нация, да? У меня стоит в паспорте казашка, ну, как-то мне просто дали паспорт, у меня уже было написано казашка, я такая, ну да, ну хорошо, написано казашка. Если было бы просто звездочки, возможно, мне было бы не очень приятно, потому что в любом случае все-таки хочется чувствовать себя частью какой-то культуры. То есть как будто бы ты тоже не просто там какой-то человек со звездочкой, а один из казахстанцев, один из казахов. Как будто больше чувствуешь связь, ну, и с семьей, и вообще в целом с нашей культурой, с нашей страной. Если смотреть мировой опыт, то графа национальности — это уже такой пережиток, это уже архаика. В мире очень мало стран, которые в внутреннем удостоверяющем документе указывают, кто вы по национальности. Это вот в африканских странах, вот в постсоветских странах некоторых это сохранилось. Но в основном люди не указывают в удостоверяющем документе. У нас была попытка убрать такую графу, я уже не помню, в каком-то году депутаты инициировали такое изменение, но в обществе был протест, то есть некоторые группы возмутились и сказали, что этому не быть, и очень быстро свернули такую инициативу. На самом деле это тот фактор, который мешает формированию гражданской нации, так как у нас в нашей картине мира все еще преобладает вот это деление на национальностей, и это все еще остается главным маркером идентичности в обществе. Вот. И это как раз наследие советского периода, особенность этнополитики советской, да, когда они строили советское общество, но при этом с очень тесной привязкой к национальности. Ну, я чуть-чуть говорю, что я казашка, но если это казахи, которые придерживаются мнения, что все казахи должны говорить только на казахском, быть только мусульманами и все в таком духе, тогда я говорю, что я метиска. Просто так внешне сканирую человека, так, ладно, человек безобидный, скажу, что я просто казашка. Один раз даже разговор зашел с мужчиной взрослым, который начал оскорблять на тему того, что почему ты говоришь на русском, вот у тебя язык казахский, говори на казахском, ты должна быть мусульманкой, все в таком духе. Ну, я сказала, что я русская, и все. И вопросов не было. Так проще. И очень удобно говорить, что ты татарка, потому что тогда все вопросы сразу аннулируются. Там надо, кстати, наверное, мясо вытащить или супчик там есть еще. У меня отец казах, поэтому у меня в паспорте стоит пункт нации казах, и фамилия казахская, и имя по паспорту тоже казахское, но себя немножко как бы там с года, наверное, 2012-го позиционирую больше там под именем как Лев, потому что это проще, потому что я уехал там в свое время там в Россию, и я там был, как говорится, не слишком русский, можно так сказать. И была такая ситуация, что там, типа, ребята собирались в компанию, там, типа, веселиться, гулять, и они такие, типа, ого, типа, тусить.
И один из моих хороших друзей, с которым я общался, такой, говорит, типа, да, давайте, говорит, позовем с собой, ну, типа, Куанбека. И одни из людей такие, ой, говорит, зачем нам этот казах нужен? Говорю, вот я здесь недостаточно казах в Казахстане, в Алматы, там я недостаточно русский в России. Бывает такое, что вот метис, ну, казахский с русским, например, и его маятник уходит в одну сторону. Он или там больше русский, или больше казах. Как будто, когда ты метис, у тебя встает выбор, кем стать. Мне бабушка говорила, то, что я в детстве часто вот, когда, допустим, садик она меня вела, я вставал и говорю, все, бабуль, я сегодня русский. И на следующий, нет, я сегодня казах буду. И вот так вот думаю, вспоминаю. Ну, маленький был. И зачем выбирать? Что такое национальность? Ну, это вот еще Лев Николаевич Гумилев писал. Национальность человека определяется его самоопределением. То есть если человек, независимо каких кровей, там, да, считает себя казахом, он казах. Или если независимо каких кровей там, кто-то считает себя русским, значит он русский. Человек сам, его самосознание определяет его национальность. Ведь сами казахи или любые другие этносы на земле, они ведь до этого были представителями других народов, других племен. Вот эти племена, они собрались в определенный момент и сами себя объявили вот с этого момента, мы теперь все казахи, объединены общим этнонимом казах. Казах, да, вольный, свободный, независимый. То есть этнос рождается в головах в понимании общности. И мне кажется, в кровях вот, копаться даже не нужно. Человек просто должен сам кем-то себя ощущать, если он хочет, конечно. Ты ощущаешь себя казахом, ну так ты тогда изучай казахский язык, ты должен знать, ты должен соблюдать традиции. Соблюдение традиций — это очень личное. Это твой маленький такой сакральный ритуал, который передается из поколения в поколение. Как мы перерезаем путы или как мы выдаем девочку замуж, заплетаем ей косы, надеваем серьги, как мы рожаем детей, какие мы колыбельные поем, как мы делаем из мальчиков джигитов, как мы их отправляем в школу, да, детей наших. Все эти традиции — это то, что не делает человек в одиночку, это то, что делает обычно семья, род, родня, твоя национальность. И вот это нас объединяет. Традиции не должны людей ссорить, разрушать. Меня отдавали как по казахским, так и по корейским традициям замуж. То есть у нас было как положено кудалык с нашей стороны и со стороны мужа. Также было сурга салу. Но свадьбу, золотую именно, я захотела сделать в своем стиле, то есть в корейском стиле, потому что если бы я выходила замуж за корейца, то я бы сделала свою узату в стиле, вышла бы в национальном в казахском платье. Но так как я выхожу замуж за казаха, я захотела сделать свою узату в корейском стиле. Я вышла в национальном корейском платье, в ханбоке. Свадьба уже, понятное дело, она была в казахском стиле. Когда мне стукнуло 16 лет, и нужно было получать паспорт, я очень жестко поругался с отцом. Прям очень сильно. И мне так хотелось ему сделать больно, вот прям вот отомстить. Я ничего не придумал лучше, чем записаться в паспорте русский. Схат Ильгин Шускимбаев русский. И я потом уже, когда, ему-то не понравилось, конечно, но потом он с этим смирился. И я потом такой думаю, что, зачем, как это вообще? Что у тебя в голове вообще происходит? И вот это вот, это из-за того, что есть определенные метания, что я вроде как, я не 100% вот в казахской культуре, и в то же время я не 100% там чисто русской культуре. Я вот такой вот смешанный. Но не эта графа определяет то, чем я живу и вообще о чем думаю, то, что я делаю. Дети, которые рождаются в метнических браках, как они себя чувствуют? Это очень интересный вопрос. Потому что я знаю по своему окружению, что
есть вопрос, как бы есть такая некий кризис идентичности у этих людей. То есть когда они рождаются, например, от брака между казахами и русскими, то там кем себя называть, это очень важный и больной вопрос. Вот эта графа национальность как раз-таки, мне кажется, это вот еще такой фактор стресса, да, то есть тебя обязывают к 16 годам определиться, какая у тебя национальность. А почему это ему нужно определяться, да? Вот в этом ключе вот эта графа национальность, она как бы вот уже эта тема играет уже другими красками. Как метиска я чувствую насилие постоянно над собой, что мне обязательно нужно определиться с этносом. Ты определись, да, мне постоянно говорят. Русские к своим не берут, ну потому что какая я русская, да, посмотрите. Казахи к своим не берут, ну потому что я Настя, я не говорю по-казахски, какая же ты казашка, Настя, да, то есть это очень странно. И в итоге я получаюсь какой-то мексиканкой, да. Большинство из нас, мы растем в своей культуре, не делая этот выбор. То есть мы не делали этот выбор за нас, мы просто родились, нас там крестили или обрезали, или что-то с нами делали, мы в этом выросли, вросли в это, и нам не приходилось делать сложный выбор. А когда тебе постоянно приходится делать этот выбор, это нелегко. Я ощущаю себя и казахом, и русским. Я метис. Вот в этом и дело, понимаете, когда разговаривают с метисами, очень часто говорят, ну выбери. Ну ты же больше, ну ты вот на русского больше похож. Ну ты уж выбери, ты кто вообще? Ты русский или казах? Именно поэтому очень много метисов, которые, например, больше на казахов похожи или на русских. Они просто меняют фамилию там, или национальность в паспорте и говорят, да, я русский, там ничего нет, у всех намешано, отстаньте от меня. Ну я вот такой. У меня папа казах, мама русская. Вот, ну, как это выбери? Вот так вот судьба сложилась, что я и такой, и такой. А когда человек говорит, выбери, или кем ты себя больше ощущаешь, зачем нам вообще вот эти промежуточные эти? Ну, ты скажи, кто ты, то-то, то-то. Но в Казахстане, конечно, я себя буду больше казахом ощущать. Если бы я жил, например, в России, может быть, я русским себя ощущал бы. Если бы в Пуэрто-Рико, пуэрториканцем. Мне кажется, кто как чувствует, тот так и должен жить. Чувствуете себя, что вы там, допустим, русский, говорите, что вы русский, гордитесь. Чувствуете, что вы казашка, говорите, что казашка. Если хотите, там, если у вас родители смешанной национальности, говорите метис. Этот термин имеет бэкграунд в трансатлантическом контексте, и он сразу отсылает к расовому. Он именно о смешении белого человека с индейцами. В Мексике, в Канаде. Целью было отбеливание населения, да, то есть метисизация, чтобы все перемешались, и вот больше не было First Nation. Оно предполагало, что одна раса должна исчезнуть или одна этничность должна исчезнуть, то оно не имеет само по себе какой-то ценности. Когда уже установилась такая антропология биологическая и теория 3 рас, индейцы стали частью азиатской расы, и уже в конце XIX века этот достаточно расовый термин пришел к нам с европейской колониальным мышлением, которое появилось в российском имперском мышлении. Потому что советская антропология, ранняя советская антропология заимствовала, вот мы этого не знаем, но она заимствовала из расовой антропологии. Зачем нам тащить весь этот багаж, к которому мы не имеем отношения? Метисы, так же, как и там казах, русский, я не знаю, француз, это ярлык. Ну, по крайней мере, для меня. Это ярлык, который вот общество пытается навесить. Тоже логично, потому что социуму, вообще людям в социуме проще навесить ярлыки и дальше уже по этим ярлыкам жить. Когда выходишь за рамки комфорта, становится немножечко... Ну, а как определить человека? Вот. А когда говоришь, что может быть, лучше определить по его культуре, по его там отношению, по его человеческим качествам, ну, это же сложнее, чем определить его по национальному признаку. Важнее не определить свою национальность, важнее определить свою принадлежность семье, семейность, да, или семейственность, принадлежность своему роду и нести это с достоинством. Для меня было важно вести себя правильно, адекватно, делать хорошие вещи, не совершать ошибок не потому, что ты казашка, гордись, а потому что я дочь своего отца. Мне было важно его фамилию не подвести.
Я никогда не думала о том, что у нас у казахов так не делают или у нас у казахов так делают. У меня в семье так положено, меня папа так научил, у нас в семье так не принято. Конечно, семью и формируют этнические особенности, да, наш этнос, наша культура. Но для меня было важно не подводить ни папу, ни моего аташку. Я ношу их фамилию. До нахождения этой картины я как-то пост опубликовал, что, оказывается, у Диора была модель, у которой то ли отец казах, то ли мать казашка. Всего лишь. И я вспомнил свой пост, когда покупал картину, потому что продавец не знал даже, о ком идет речь, ни фамилии не знал, ничего и так далее. Просто было там написано в гардеробной. Где родилась Алла Ильчун, кто ее родители, для нас была полная загадка, потому что в Диоре она была известна как китаянка. И вот нам удалось установить, что Алла родилась в городе Харбин в Китае 10 декабря 1926 году. Дочь сына казахского бая. По некоторой версии, значит, они, во-первых, происходили из Житсу, а она прибыла во Францию с китайским документом как китаянка. Собственно, китаянкой была и Тамара Михайлова. Кажется, очень много многих мелких доказательств о ее любви к отцу, потому что несколько раз она появляется у Диора в костюме с казахским орнаментом. И в быту у нас есть фотографии великолепные, она сидит в головном уборе, то, что мы называем жаулык, и завязан точно как наши женщины завязывали жаулык. И вот потом появляется однажды в костюме, даже в чапане, можем сказать, с казахскими орнаментами. И здесь прическа кошкар-мүйіз, то, что называется, бараньи рога. На каком языке говорят метисы? Дети разноязычных родителей получают очевидные преимущества. Лингвисты считают, что если мать и отец будут разговаривать с малышом каждый на своем языке, то ребенок с легкостью освоит оба. Те, кто считает, что неокрепший ум запутается и не будет говорить нормально ни на одном, не правы. Какой подход чаще практикуют в межэтнических браках у нас? От чего зависит выбор языка в семье и насколько вообще он важен в самоопределении личности? Я в деревне была с дедушкой, с бабушкой. Дедушка со мной разговаривал исключительно на казахском языке. Бабушка разговаривала на русском. И я плавно переходила с одного на другой язык, поэтому... А потом, когда уже в школу пошла, все на русском языке, поэтому какие-то бытовые такие фразы я, наверное, могу, в принципе, общаюсь по-казахски. С мамой я общаюсь по-русски, а с отцом по-итальянски. Как у вас в голове не смешиваются все языки? Я бы сказала, что у меня просто осталась привычка с детства. Оно как-то не идет вперемешку, и я не запутываюсь, потому что с такого раннего возраста начала разговаривать на обоих языках. Всегда интересно смотреть, например, за реакцией таксистов, когда я там захожу, салам алейкум, а потом в конце начинаю на казахском базарить, и они такие смотрят на меня сзади, типа, казахсың ба? Я такой, казах там, ага. Вот и все так. В целом, казахский язык хорошо знаем мы с сестрой. Наверное, это потому, что когда мы росли, мама в основном с нами, и на казахском, и на русском разговаривала. И то, что мы вдвоем с ней выросли в Кызылорде, там любой национальности человек, если его спросить что-то на казахском, он вам ответит. А уже братишки, они росли в Астане, поэтому они очень плохо разговаривают на казахском. Когда мы переехали в Казахстан, я практически, максимум, наверное, 2-3 предложения знала на русском, и все. Остальном я только на французском разговаривала. Пришлось заново учиться этому языку. Как-то так получилось, что меня сразу отдали в русскую школу, соответственно, и окружение было русскоговорящим. Но, конечно же, присутствовала казахская речь, и когда мы ездили к Апашке в аул, конечно же, все говорили на казахском. Так получилось, что я понимаю казахский язык, но когда нужно отвечать, где-то есть сложности. Я не рос настолько сильно в языковой среде, но абсолютно понимаю, что мне говорят. То есть абсолютно. Могу взаимодействовать, могу
дорогу там вам подсказать, рассказать про себя что-то немножечко. И стесняюсь, конечно, акцента, потому что многие люди такие, да неважно, какой у тебя акцент. Ты, главное, по-казахски говоришь, на казахском говоришь. А как только ты начинаешь, они такие, ха! Аяк через... Ну, что-то типа такого. Я ехал в поезде как-то вот сюда, в Алматы, и мы что-то разговорились с женщиной. И она такая, как тебя зовут? Я говорю, Лев. Она такая, мы начали что-то с ней по-русски разговаривали. Все, начали там за родственников разговаривать. Она такая, подожди, так ты что, казах? Я говорю, да. Ну, я говорю, у меня отец там казах. И она как начала, говорит, ты что, типа по-казахски не разговариваешь? Я говорю, нет, не понял. Ты позоришь нашу нацию, как ты, да, это твой родной язык, да, вот. Я ей просто сказала, говорю, знаете, говорю, что тетя? Я говорю, а может быть люди не позорятся из-за того, что они не знают языка. Это не грех незнания языка. Грех незнания, почему люди не знают. Это от того, что у нас в детстве, да, например, вот в моей семье, где вот я рос с отцом, там русскоговорящие. От того, что я не знаю языка, я людей не убиваю. Я не ворую, не краду там. Я учу казахский. Вы думаете, это так просто? В 44 года учить как школьник язык, это при том, что все твое окружение абсолютно русскоязычное. Это при том, что твоя работа вся практически русскоязычная. Ну, это не то, что сложно, это архисложно. С одной стороны, я чувствую себя виноватой, потому что, по сути, я могла миллион раз выучить казахский, вроде бы ну зачем-то английский же я учу, французский же я учу, почему я казахский не учу? Но у меня нет этой мотивации. То есть я живу здесь, я прекрасно говорю на русском, меня всегда все понимали, и здесь мотивация учить казахский только потому, что, это наши корни. Но, с другой стороны, я же метиска, да? Это какое-то оправдание. Людям очень важно понимать с точки зрения психологии. Это время мне инвестировать нужно, чтобы что? Чтобы добиться чего? Чтобы получить что? Чтобы мне продвинуться дальше в физике, в химии и так далее? Нет. С помощью казахского языка не получится это сделать. Чтобы мне стать философом или двигаться в каких-то ученых исследованиях? Нет. Вот казахский язык мне этого не даст. Вопрос тогда, для чего? Вот мне это время нужно потратить для того, чтобы... И вот я всегда искал ответ на этот вопрос, потому что я очень люблю нашу страну, я очень люблю наших людей. 120 национальностей, этнических групп, которые живут вместе, это очень круто. Но вот помочь людям найти вот эту причину, выучить язык для того, чтобы он приносил пользу. Не просто там пойти поторговаться на базаре, например. Помочь Аташке зайти в автобус там или спуститься, а какие-то другие более утилитарные вещи. На самом деле мы до сих пор не достигли национальной идентичности. И первое условие – это знание своего родного языка. Вот. И то, что может всех нас объединить, вне зависимости от национальности, это знание казахского языка. Вот поэтому для меня все люди, которые говорят на казахском, это казахи. Будь то он русский, украинец, кореец и так далее. Тому примеров очень много, да, особенно среди молодежи нашей, очень талантливой до других национальностей, которые говорят на казахском не хуже любого казаха. А язык – это же не просто набор слов, звуков и так далее. Через язык ты понимаешь философию этого народа, его традиции, обычаи. И поэтому я думаю, что пройдет время, и мы все станем казахами, и это классно. Весь контент на русском. Все на русском. У нас до недавнего времени фильмы в кинотеатрах не переводили на казахский. И, конечно, когда тебе комфортно в языковой среде русской, ты такой, Казахстан, казахский. Сажусь в такси, таксист сидит, молчит, и в какой-то момент такой, из Москвы? Я говорю, Куртыма из Москвы, ты че? Видите, в школе тяжело было казахский учить. Очень слабые у нас учебники какие-то вообще. Мне тяжело. Я понимаю, что многие ребята, которые демонстративно не знают казахского, они все спихивают на то, что плохо учат, то-то, сё-то.
Конечно, если ты на 1000% захочешь выучить, ну ты за год, за полтора дойдешь до нормального уровня. Но я вот сейчас записался, я отдаю 50 тысяч в месяц. Но я иду на казахский, потому что я хочу, вот мне надо. Для национальной идентичности необходимо знать язык. Это прям в наше время, просто я помню, да, как бы это было не актуально. Честно говоря, было такое очень высокомерное отношение к языку казахскому. Это правда. Мы все это прошли, но он мне как бы не нужен был никогда, да. А сейчас, наоборот, сталкиваюсь с тем, что это необходимо. И, наконец-то появилось понимание, для чего необходимо знание языка, да. Потому что человек, который говорит на другом языке, он по-другому мыслит. Для него являются значимыми другие фигуры, другие герои. Когда началась война в Украине, меня прям потянуло на культуру украинскую. Я не знаю, у меня прям внутри что-то такое загорелось. Захотелось больше изучать культуру, так как это моя национальность, я тоже наполовину украинец, и мне это близко. Вот. Я начал изучать, а потом нашел человека, который сможет меня научить украинскому языку, носитель языка. И мы по сей день учим украинский вместе. Раз. Мама, что ты? Добрий день. Добрый вечер, пани Мария. Когда я начал изучать украинский язык, я просто вспоминал, и мне было как-то легче это учить, потому что с детства со мной разговаривала бабушка только на украинском языке. З Казахстаном, так? Він з задоволенням милувався краєвидами. Собираюсь ехать, поступать в университет в Украину, либо в Киев, либо во Львов. У меня много друзей в Киеве живет, я с ними разговариваю, родственники живут в Украине. Мыслю на украинском языке, читаю только на украинском, слушаю песни только на украинском. У меня все больше с Украиной связано. Появилось прям такое желание поехать туда, как жить. Вот. Но родители не пускают. Некоторые герои нашего выпуска сталкиваются с повышенным вниманием на улице из-за своей необычной внешности. Это внимание не всегда приятное. Если в Казахстане дискриминация по расовому признаку, считают ли ребята смешанных кровей оскорблением вопроса об их национальности и расе? Как относятся к тому, что они не такие, как все? Мы обсудили с экспертами, угрожает ли метисация будущему нации, нужно ли сохранять генофонд и, наоборот, какие есть риски так называемой изоляции этноса. Это когда женятся только на своих. Звук проверил. Сейчас подключу видео. Обновляется Streamlabs. Можно отключить другие приложения, и скоро начнем. Все. Меня зовут Жанали, фамилия Авсеметов. Мне 16 лет. Я все еще школьник, но скоро закончу уже школу в этом году. Недавно со школы пришел и начал, погулял с друзьями после школы. И ко мне подошел просто мужчина, говорит, давай сфоткаемся. Такой красивый мальчик. Я говорю, да нет, не хочу. Он говорит, да ты что, приезжий, давай, что там, в Алмате впервые. Отец Жанника его встретил в Алмате, и я не чувствовала никаких особых, как скажем, затруднений, да, внутри себя. То есть это не вызывало никакого конфликта. Тем более, что эти отношения у меня были после обучения в Америке. Другой вопрос это было решиться родить ребенка, зная, что он будет, возможно, другого цвета кожи. Смогу ли я его защитить? Сможет ли он жить в этой среде, где все еще существует ксенофобия, расизм? Это единственным был моим моментом переживания. Но меня поддержала моя бабушка. Благодаря поддержке ее, а потом уже вот маминой стороны, моей тети, маминой сестры, мамы, видя их поддержку, я обрела вот эту уверенность и решилась на этот шаг, и нисколько не жалею. Все спрашивают, откуда ты? И следует вопрос, после того, как я говорю, что я казах, кто твой папа, кто твоя мама? Кто твоя мама? Вот. И я всегда отвечаю то, что моя мама как бы из Алматы, из Казахстана, а мой папа из Кении. И я пока не встречал прям очень негативных ответов на это. То есть никто не говорил, что «вау, плохо» и так далее. Всем это как-то было просто «вау, круто» и так далее. Я бы сказал то, что это больше удивительно. С отцом и отцовской стороной семьи это было очень трудно. И до сих пор, по-моему, этот вопрос табуированный в той стороне. Я решилась родить без мужа. Это один позор. Второй позор, что он вообще не казах. И отдельной строкой идет то, что он еще и другого цвета кожи. Есть люди, которые очень ревностно относятся к
к смешению кровей, в принципе. Я порой ощущал себя во вселенной Гарри Поттера, потому что кто-то мог крикнуть «Грязнокровка!» Я думаю, Драко Малфой тут со мной или что? Но в большинстве, да как будто именно к детям уже как постфактум все такие «Да круто, ты наш». Тазалығы сол мен айтып отырғаным. Өз ұлтының баласын өрбіту, өсіру, ары қарай немерелерді, ары қарай мысалы өз ұлтына үйлендіріп, өз ұлтымен ары қарай көркею. Соның өзі тазалық, ұлт тазалығы. Ұлтты сақтау үшін өз ұлтыңды, баласын көбейтуің керек. Чистота нации именно заключается в ее языке, в ее культуре, в ее литературе, в ее искусстве, я бы так сказал. Понимаете? Вот. Те, кто за нее так рьяно там топят, да, они должны, по идее, если они за чистоту нации, ну давайте тогда, снимите Луи Вуиттон, одевайте казахский чапан, одевайте мясо, как я это делаю. В любом случае, я не думаю, что найдется в Казахстане столько представителей других национальностей, чтобы все казахи поголовно женились там на разных других национальностях и вдруг размыло нашу национальную среду. Есть как бы противоположный процесс, да, смешению изоляция, где в основном заключаются браки внутри этой группы. В этом случае есть риск, что поврежденные аллели одного того же гена от двух близкородственных мужчины и женщины в зачатии попадают в одно будущего ребенка, и, соответственно, у него полностью дефектный этот ген, что приводит к различным заболеваниям или вообще к тому, что плод не будет развиваться. Допустим, внешний вид, если ты смешанных кровей, может привлечь каких-то людей, может быть, связи и так далее. То есть я недавно ходил по Есентаю, меня просто позвали в модельное агентство. А бывают свои минусы. То есть, как я и говорил, то, что могут кидать очень негативные комментарии и так далее, могут просто игнорировать и воспринимать вообще не за казаха и прям очень сильно не любить, можно сказать. Поэтому это зависимо от человека. Каждый раз, когда со мной друзья рядом ходят, они говорят: Амината, как ты можешь ходить, всегда на тебя смотрят, всегда такое внимание. А я, видимо, как-то привыкла, что ли, к этому. В Казахфильме я росла, это прям такой спальный район, где, в принципе, не было темнокожих людей вообще на весь микрорайон, на весь район. Я была единственная, когда я приехала. Все, конечно, были в шоке, потому что многие видели темнокожих людей только по телеку, и тут я появилась. Конечно, было прям пристальное внимание к моей персоне, но, тем не менее, больше были, наверное, дружелюбные вопросы, дружелюбные, скажем так, внимание с их стороны ко мне. Ну, бывали, наверное, знаете, такое детское, типа, ага, черная, там что-нибудь такое, девочка Сигерс. Мне так, как-то говорили. Но, в принципе, что-то такое негативное нет. Меня зовут Боран Андреас Франк, то есть мое второе имя немецкое, и моя фамилия тоже немецкая. Такое, наверное, редко случается, что дети берут фамилию матери. Так получилось чисто из практических соображений, потому что жить в Германии и объяснять всем вокруг, что фамилия моего отца Жумабаев, мы бы устали каждый раз произносить ее по слогам. К тому же не все люди, конечно, но некоторые все еще мыслят по-российски. Отношение не будет одинаковым, если они, допустим, прочтут на конверте письма, что твое имя Боран Жумабаев. Или если они увидят, что ты Боран Франк. Во втором случае они подумают: ладно, он немец. Конечно, по имени непонятно, откуда он, но фамилия у него немецкая. Мы с сестрой много говорили об этом, мы оба, как говорится, сходим за белых. Люди просто не замечают, что мы не немцы, и эта возможность сойти за белого для нас не последняя вещь. Я бы не давал гарантию, чтобы какой-либо человек был на 100% представителем того или иного этноса. Вот сейчас делают ДНК-анализы, да? Так там такие крови намешиваются, вы уж меня извините, да? Мы и сами не знаем, ну что, дадим, ладно, я там 20, слава богу, своих дедов знаю, да? Ну а кто там в женах был, я же не знаю. Может, там калмычки были, правильно? Было же такое? Может, там еще из арабских стран кто-то из моих дедов привозил себе жен. Я гарантию не могу дать. Любой народ – это продукт метисации. Казахи в этом числе как бы не исключение. Тем более надо учитывать, что казахи жили на
открытые местности. То есть они не жили в горах, где есть изоляты какие-то, где вот как бы каждый аул имеет свой язык. Казахи жили, условно говоря, в степи, и на самом деле степь, она позволяла проводить какие-то коммуникации. Из-за мобильности поток генов, наверное, может быть, даже был больше, чем у оседлых народов. Никто не может выбирать, с кем я буду делить свою судьбу в дальнейшем, в будущем. Так может сложиться, что не нашел я себе близкого по духу человека моей национальности, да, условно говоря. Что мне с этим делать? Жениться не по любви, с человеком, у которого вообще не схожие с моими интересы, жить в таком напряжении. У меня девушка, кстати говоря, вот тоже метиска и тоже намешана. То есть у меня 4 крови, у нее 5. Примерно из той же оперы, только, по-моему, там добавляются то ли татары, то ли украинцы. Не вспомню, и для меня роли тоже особо не играет. Это Айран. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте и жмите на колокольчик. Здесь мы обсуждаем то, что другие еще стесняются.